Доходы бюджета Якутии увеличатся на 7 миллиардов 200 миллионов рублей в 2020 году. Общий объем доходов составит свыше 231 миллиарда рублей. Из них более 108 миллиардов составит налоговый доход. Неналоговые поступления уменьшатся на 2 миллиарда и составят порядка 9 миллиардов рублей. Безвозмездные поступления в республику из федерального бюджета в текущем году увеличатся на 11 миллиардов 700 миллионов рублей и составят почти 113,5 миллиардов рублей. Якутии выделили дополнительные средства на создание новых мест в школах. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин. Вместе с республикой свыше 730 миллионов рублей получат еще 4 региона. Так, субсидии будут предоставлены Якутии, Краснодарскому краю, Иркутской, Челябинской и Свердловской областям. Данная мера позволит создать 3600 дополнительных мест, помимо уже запланированных до конца 2020 года. Отметим, что работа ведется в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта образования. Компания «ЕТЭК» завершила сбор заявок на размещение 4 миллионов облигаций на московской бирже по открытой подписке. Номинальная стоимость одной ценной бумаги составляет 1000 рублей. Купонная ставка первого выпуска определена в размере 8,5%. Срок погашения составляет 3 года. Как следует из материалов организации, в общей сложности компания получила заявки на почти 6,5 миллиардов рублей. Из них 1 миллиард 400 миллионов рублей от физических лиц. Спрос от инвесторов более чем в 2 раза превысил первоначальный объем выпуска, который составлял 3 миллиарда рублей. Таким образом, высокая переподписка позволила нарастить объем первого размещения до 4 миллиардов рублей. Вырученные от выпуска облигаций средства ЕТЭК направит на реализацию инвестпрограммы, которая предполагает решение вопросов экологической и промышленной безопасности, стабильности производственных и технологических процессов, повышения добычи природного газа. Кроме того, компания собирается увеличить запасы на своих лицензионных участках до 1 триллиона кубических метров к 2025 году. Компания «Полиметалл» получила зеленый кредит от банка Société Générale на сумму 125 миллионов долларов для финансирования проектов по переходу к устойчивой и низкоуглеродной экономике согласно корпоративной политике зеленого финансирования. В рамках реализации экологических проектов «Полиметалл» рассчитывает к 2023 году на 5% снизить выбросы парниковых газов, на 11% снизить потребление свежей воды на тонну переработанной руды, а также запустить в повторную переработку более 16% образовавшихся отходов. Кроме того, в перспективе до 2024 года компания планирует организовать складирование до 15% образовавшихся за год хвостов в сухом виде. Напомним, что «Полиметалл» специализируется на добыче золота и серебра. Компания осуществляет деятельность на территории России и Казахстана, в частности в Якутии, Чукотке, на Колыме и в Хабаровском крае. Работы по разработке месторождения олова ручей Терехтях в Устьянском районе Якутии планируется начать в 2021 году. Прогнозные ресурсы месторождения составляют 68 тысяч тонн. Промышленное освоение олова на месторождении ручей Терехтях обеспечит развитие инфраструктуры в северных районах Якутии. По мнению властей республики, это позволит в первую очередь сформировать новые возможности для решения социальных проблем коренных малочисленных народов Севера. Работы планируют начать в 2021 году в рамках проекта «Стратегия социально-экономического развития арктической зоны Якутии до 2035 года». Компания «Алроса» подвела итоги аукциона по продаже алмазов специальных размеров, который проходил в октябре в Бельгии. На аукционе было реализовано 112 алмазов общей массой 1733 карата. Суммарная выручка от продаж составила 6 миллионов 900 тысяч долларов США. В ходе аукциона алмазы приобрели 28 компаний. Якутия, Приморье и Хабаровский край вошли в тройку лидеров среди регионов Дальневосточного федерального округа по темпам реализации программы «Дальневосточная ипотека» за время ее существования с сентября прошлого года. Республика находится на 2-м месте. Здесь заключено почти 3000 льготных договоров на сумму свыше 11 миллиардов рублей. На 4-м и 5-м местах оказались Республика Бурятия и Амурская область. В целом по Дальнему Востоку 13 банков-участников программы заключили 12,5 тысяч договоров на получение льготной ипотеки. Общая сумма средств, выданных с момента старта программы, составила 44 миллиарда 200 миллионов рублей.
В Якутии запустили бесплатное мобильное приложение «Содружество» на 7 языках для помощи мигрантам в трудоустройстве и оформлении документов. Пользователи могут проверить готовность документов, подлинность патента и действительность разрешения на работу, штрафы в ГИБДД. Также созданы специальные возможности переадресации пользователей к другим информационным сервисам, например, в форме записи на прием для постановки на миграционный учет и оплате госпошлины. Кроме этого, с помощью приложения иностранный гражданин может ознакомиться с базой вакансий Якутии и направить работодателю свое резюме. На первом этапе сервис будет работать на 7 языках – русском, якутском, английском, китайском, узбекском, таджикском и киргизском. В дальнейшем планируется перевод приложения на другие языки народов мира. Это были новости экономики на Якутия 24. Выпуск подготовила Нургуяна Иванова.